La ilahe illallah, la ilahe illallah. В селе Джолман Пионерское простились с Адилем Сейдбекировым, учителем, журналистом и ветераном национального движения крымских татар. Адиль ага скончался на 87-м году жизни. Чтобы проводить его в последний путь, со всего Крыма собрались родные, близкие, коллеги, активисты и общественные деятели. Сегодня я похоронил своего отца на 87-м году жизни. Конечно, сейчас ощущаешь, что это были очень счастливые годы. По жизни мы шли вместе. Он был и отец, и наставник, и коллега. К сожалению, это невосполнимая утрата. Для нас уходят те, кто был для нас образцом подражания. Это один из тех участников национального движения, который был примером стойкости, силы духа и кристальной чистоты и порядочности. Мы с ним проработали десятки лет бок о бок. Это действительно уникальный человек в том плане, что он был очень острый на язык, ум был острый, с тонким юмором. И это действительно нас заряжало, давало силы, это действительно был образцом для нас. Это совершенно замечательный человек. Мне он казался иногда чрезмерно мягким, потому что он и в разговоре, и в статьях своих старался выражать свои мысли как можно мягче, никого не задевая, там, где я явно бы сказал или написал резче. Но при всем при этом в своих взглядах, в своих убеждениях, в своей позиции он был совершенно несгибаемый, и был настоящий боец. Несмотря на всю свою интеллигентность и мягкость, я его глубоко уважаю, глубоко люблю. Для меня это большая утрата, что он умер. Аллах рахмет илис. В середине 60-х Адиль ага вовлекся в борьбу крымских татар за возвращение на родину и был осужден в числе группы активистов в Бекабаде. Тогда, в октябре 1966 года, молодой перспективный инженер хлебного производства попал в поле зрения спецслужб и был обвинен в клевете на государственный и общественный строй. Адиль Уджада, мен де Уджа, тарихчы, о да тарихчы, и русша айтқанда общий язык таптық. И бүтін ерлерге барайдық. Комсомольская правда, Пионерская правда, газеталарға, нелерге барып, онда милли меселені көтередік. Бек ақыллы бала еді. Он был учеником одного из основоположников национального движения Джипара Акимова, его очень близким человеком. И в 70-х годах, когда нужно было писать материалы, которые самоиздатом, Джипар Акимов и его близкий друг Осман Уджа Эбасанов и собирал сведения об участниках крымских татар в войне. Ну вот они обратились к отцу, чтобы он систематизировал. Год принудительных работ перевернул жизнь Адиля Сейдбекирова. После отбытия срока он не стал работать на хлебокомбинате и нашел себя в педагогике. Долгие годы он проработал учителем истории и географии, сначала в ссылке, а потом с конца 80-х и в родном Крыму. Он не просто был учителем, он был учителем, который готовил олимпийцев. Вот его ученики практически каждый год выходили на республиканскую олимпиаду. Выйдя на пенсию, в конце 90-х Адиль ага занялся журналистикой, посвятив ей более 15 лет. Тогда его яркие, живые полемические статьи в газете «Голос Крыма» запомнились многим читателям. То ли 600, то ли 800 статей им было написано и опубликовано. Конечно, в будущем стоит задача, чтобы выпустить книгу, его сборник этих материалов. Люди звонили, писали письма, отзывались о нем. На острие его пера всегда были острые, злободневные проблемы. Он писал о земельной проблеме крымских татар, он писал об образовании крымских татар, он писал о семейных проблемах тоже. То есть спектр его статей и спектр его публикаций охватывал все. Он был и педагогом, и журналистом. И в первую очередь он был патриотом своей родины.
Allah rahmet eylesin diyenlerge Hak Teala rahmetle mağfiret eyleye. Allah rahmet eylesin.